В эфире «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Склад драгоценностей. Задержана преступная группа, похитившая алмазы Алроса на миллионы долларов. Трагедия в Южной Якутии. В Нерюнгринском районе мужчина застрелил целую семью, затем покончил с собой. Расширенное заседание с участием профильных структур. Работы по ликвидации разлива нефти продолжают вести в Мирнинском районе. Есть ли угроза для водных источников? Жизненно важный груз. На северных реках Якутии завершается подготовка к арктической навигации. Работать не покладая рук. Чем себя в летнее время занимают современные подростки и какие вакантные места сегодня открыты для несовершеннолетних? Игра за золото. В Якутск прибыли участницы чемпионата мира по шашкам. Следственный комитет и Федеральная служба безопасности задержали сотрудницу компании «Алроса» и двух ее сообщников, причастных к краже алмазов и бриллиантов на миллионы долларов. По версии следствия, преступная группа осуществляла на постоянной основе хищения в компании «Алроса» и последующий незаконный сбыт алмазного сырья. В группировку входили 3 человека, где каждый имел четкие обязанности. Елена Канунникова отвечала за кражу камней, Владимир Табедзе и Владимир Гординский были ответственными за продажу краденого. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступников с поличным при попытке похитить очередную партию камней стоимостью более 22 миллионов рублей. Дома у задержанных обнаружили целый склад драгоценностей. Это около 500 необработанных природных алмазов и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов, а также наличные в размере 2 миллионов долларов. В свою очередь, «Алроса» подтвердила информацию о пресечении масштабного хищения алмазов. Операция была проведена при непосредственном участии службы безопасности компании. Там не комментируют ход расследования и проводят собственное служебное расследование, пояснили в «Алросе». Трагедия произошла в Южной Якутии. В поселке Угольный Нерюнгринского района местный житель расстрелял семью из 3 человек и застрелился сам. Инцидент произошел минувшим днем. Погибли 38-летний глава семейства, его беременная 39-летняя жена и их 14-летняя дочь. Также пострадала женщина 54-го года рождения. Она получила огнестрельные ранения. При попытке задержания подозреваемый застрелился. Мотив преступления неизвестен. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что 9 июня текущего года 60-летний житель поселка в ходе возникшего конфликта с соседями вооружился огнестрельным оружием и произвел выстрелы в жителей расположенного рядом дачного участка. Жертвами мужчины стали 38-летний глава семейства, его 39-летняя супруга и их 14-летняя дочь. Кроме того, с огнестрельным ранением в медучреждение была доставлена 64-летняя родственница потерпевших, которой оказана необходимая медицинская помощь. После совершения преступления подозреваемый скрылся, но его местонахождение было установлено оперативными сотрудниками МВД и Росгвардии. Осознавая, что он блокирован, злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону полицейских, после чего совершил самоубийство. В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также мотив, которым руководствовался злоумышленник. Работы по ликвидации разлива нефти продолжают вести в Мирнинском районе. Сегодня в Министерстве экологии республики прошло расширенное заседание с участием Ростехнадзора, Росприроднадзора, МЧС, службы спасения и других профильных структур. Как отметили в Минэкологии, опасности для жителей города Мирного нет. Нефть не угрожает водным источникам, разлив прошел в почву. Напомним, ЧП произошло в прошлую пятницу. На магистральном нефтепроводе Ириляхская был обнаружен прорыв. Однако усложнялась ситуация тем, что нефтепровод находился под землей и визуально установить место разрыва было невозможно. Принято решение провести проверку по открытию административного дела в отношении ОАО «Ириляхская» и ОАО «Восточная Сибирь». Сейчас в данный момент определяется объем разлива нефти и площадь загражденной территории. На сегодняшний день угрозы так такового нету населения. Это определила спасательная служба Республики Саха-Якутия, в которую сегодня вылетели. И там на месте муниципального образования в Мирнинском районе будет проведено совещание. Стоит добавить, что почти год назад, в августе, на месторождении Ириляхская россыпь Мирнинского ГОКа компании «Алроса» произошел прорыв 4 дамб дражных котлованов, который послужил причиной масштабного загрязнения водных объектов рек Ирилях, Малая Бутуобия и Вилюй.
И к другим не менее важным темам. На реках Якутии полным ходом идет навигация. Несмотря на ряд трудностей, грузы до мест назначения доставляют по плану. На северных реках завершается подготовка к арктической навигации. Всего с начала этого года уже отгружено 236 тысяч тонн грузов. Все подробности в сюжете Анастасии Кобазевой. План по перевозкам каменного угля на реке Амга выполнен на 100%. Доставлено 30 тысяч тонн. И это несмотря на резкое падение уровня воды в реке. Сейчас Ленское речное объединенное пароходство доставляет жизненно важный груз в Вилюйскую группу районов. Это также каменный уголь и газоконденсатное топливо. Всего 110 тысяч тонн. Уже 70% уже отправлено груза. Навигация продолжается. Планируем крайние теплоходы, чтобы вышли с реки Вилюй. Ориентировочно 23-25 июня. Судоходная обстановка благоприятствует, так что, думаю, все заявленные объемы на реку Вилюй будут доставлены в полном объеме. С начала навигации этого года по республике отгружено 236 тысяч тонн грузов. Это 19% от плана. До мест назначения уже доставлено 156 тысяч тонн. Ну, в этом году у нас навигация началась в обычные сроки. В первую очередь у нас, конечно, на особом контроле была Амга и Вилюй, поскольку это у нас быстромелеющие реки. На северных реках сейчас завершается подготовка к арктической навигации. Она начнется в августе. Планируется выгрузить 400 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. Особые опасения сейчас вызывает река Яна. Это у нас река условно судоходная. То есть у нас там на перекатах лимитирующих проблемы возникают, и суда у нас вынужденно простаивает в ожидании воды. С учетом этого на днях туда убывает рабочая группа и будет принимать решения на местах. Всего же в этом сезоне по всем рекам планируется перевести 1 миллион 280 тысяч тонн грузов. Анастасия Кобазева, Джилстан Иннокентьев, Павел Пахомов, Якутск. Между тем, жаркая погода вынудила жителей Якутска открыть купальный сезон, не дожидаясь разрешения мэрии, ГИМСа и Роспотребнадзора. Мусор на песке и в воде, следы мазута не останавливают детей и даже их родителей. За безопасностью на воде спасатели начнут следить только после открытия купального сезона. Известна ли дата открытия пляжа, разбиралась Юлия Великодная. При входе на пляж установлены запрещающие купание знаки, но буквально в 10 метрах от него отогнули решетчатый забор, который позволяет без труда оказаться на песчаном пляже. Дети без присмотра родителей и подростки, греющиеся у костра. Это основные посетители пока еще дикого пляжа. Многие не скрывают, что родители не знают, как они проводят досуг, а есть те, кто заверяет, что мама разрешила. Родители-то знают, что вы здесь? Да. Вы без родителей пришли? Да, мама разрешила. Не переживают за вас, что так, все-таки вода же опасна? Иногда говорят, типа на глубину мы не заходим все-таки. Мы где-то до сюда доходим и плаваем. Все посетители пляжа знают, купаться запрещено, но желание сильнее здравого смысла. И если младшие школьники не осознают, насколько это может быть опасно, то подростки следуют принципу «много раз так делал». Да, знаю, мне говорят, типа, пока опасно, мусора много там, пока не чистили. Но я думаю, купаться надо хоть где-то все равно. Поэтому пришлось сюда, знакомое старое место. Еще может быть вода же там какая-то грязная, пробы не брали, ни песка, ни воды. Не боитесь там? Не. Много раз купался, ничего не было. Более рассудительные горожане тоже не прочь охладиться в знойную погоду, но их останавливают следы нефтепродуктов в воде. Они предпочитают дождаться, пока территорию пляжа очистят от мусора и дно проверят водолазы. Тут вода грязная, да и болото, мне кажется. В теньке лучше постоять. Да, в теньке лучше постирать. Опасность таится не только в грязной воде, многочисленном мусоре, досках с гвоздями и осколках от стеклянных бутылок. Пока нет официального разрешения на купание, нет и спасателей, наблюдающих с вышек за ситуацией на воде. После того, как городской пляж пройдет все инстанции, он согласуется, будет составлять, соответственно, договор со службой спасения, возможно, с какой-нибудь другой иной организацией. Будут выставлены, сейчас находятся 2 вышки, на этих вышках будет жюри спасателей. Даже просто загорать на пляже небезопасно. Песок таит в себе опасность по паразитологическим показателям. Пробы почвы и воды берут на лабораторную проверку на протяжении всего лета. Проводится исследование воды, водоемов
все пробы соответствуют по микробиологическим показателям. Открытие будет только после получения санитарно-эпидемиологического заключения. Когда откроется пляж, неизвестно. Но если купальный сезон начали сами жители и погода благоволит, то, возможно, администрации следует поторопиться и перенести сроки на более ранние. Ведь так будет безопаснее для всех. Юлия Великодная, Георгий Григорьев, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Работать не покладая рук. Чем себя в летнее время занимают современные подростки и какие вакантные места сегодня открыты для несовершеннолетних. Игра за золото. В Якутск прибыли участники чемпионата мира по шашкам. В эфире Якутия-24. Главные события уходящего дня. Глава Якутии обозначил первоочередные задачи, стоящие перед правительством на ближайший период. Во-первых, подвели итоги Петербургского экономического форума. Асан Николаев поблагодарил всех за слаженную работу, по итогам которой Якутия получила беспрецедентный рост в национальном рейтинге инвестиционного климата среди субъектов в России, поднявшись с 52-й позиции на 22-ю. Сейчас главная задача закрепиться и уже в следующем году доказать, что этот успех не был случайностью. Впервые в России заключено соглашение социального воздействия, ключевым направлением которого является повышение качества образования. Эксперимент начинается с Хангаласского района. Проект должен быть реализован на самом высоком уровне. Также соглашение с Росгеологией, в рамках которого регион должен преуспеть не только в поиске полезных ископаемых, но и выйти на реализацию подходов одного окна. От начала поиска месторождений, заканчивая привлечением инвесторов на это месторождение. Глава республики добавил, что и по нацпроектам в целом результат неплохой, но по некоторым аспектам работу нужно усилить. Определены первые результаты единого государственного экзамена в Якутии. Первыми 100-бальниками стали София Полынцева из школы номер 12 Мирного и Мария Трухина из школы номер 4 Ленска. Девушки сдавали госэкзамен по литературе. Также стали известны и результаты по географии и математике. Базового уровня 100-бальников по этим предметам в республике нет. Однако в целом отмечается повышение качества сдачи экзаменов по литературе и географии. А вот средняя оценка по математике базового уровня осталась прежней. Это 4. Что касается результатов прошлого года, то наивысшие баллы в Якутии показали 25 человек. Традиционно наибольшее количество блестящих результатов участники ЕГЭ получили по русскому языку. Это 22 выпускника из районов республики и города Якутска. Они написали работу на 100 баллов. И если для многих лето пора отпусков, то у современных детей это время поиска работы. Чем себя в летнее время занимают нынешние подростки и какие вакантные места сегодня открыты для несовершеннолетних? Репортаж Дмитрия Тымырова. 3 одноклассницы, ученицы второй школы Якутска решили это лето провести с пользой. Вакантные места начали искать уже с конца апреля. Сегодня они трудоустроились в один из строительных магазинов Якутска. Я взвешиваю разные саморезы. Работа не очень сложная. Работаем с 9 утра до 6 вечера. Мне нравится. Я хочу с пользой провести время. Летнее зря не терять. Свои накопленные деньги я хочу потратить на путешествие со своими родителями. Социальную пользу занятости молодежи, особенно в период каникул, невозможно недооценить. С каждым годом численность желающих работать в свободное время от учебы растет. В летнее время только в этом магазине работу нашли 9 подростков. Девочки могут быть продавцами, на развесах, саморезах, да? Мальчики работают сборщиками на доставку, грузчиками. Так, предоставляем им бесплатный обед и оплачиваем заработную плату. По-нашему, если мы заключаем с ребенком трудовой контракт, то биржа труда им оплачивает и выплачивает еще компенсацию в размере 4376 рублей. Как отметили в Центре занятости Якутска, по программе временного трудоустройства несовершеннолетних только за летнее время находят работу более 1000 подростков. По состоянию на июнь месяц у нас трудоустроено 656 подростков. Заключено 46 договоров с предприятиями города, которые трудоустраивают себе детей в свободное от учебы время.
В этом году на трудоустройство несовершеннолетних из республиканского бюджета выделено 5 миллионов 198 тысяч рублей. Из муниципального бюджета города Якутска 1 миллион 190 тысяч. Подростки у нас работают по благоустройству и озеленению городского округа Якутска и его пригородов. Также работают курьерами, работают световодами в предприятиях, также занимаются архивами документов предприятия. Но, как отмечают сами работодатели, этих средств ничтожно мало, а желающих занять себя летом подростков с каждым годом только растет. Финансы выделяются уже много-много лет одна и та же сумма, и, соответственно, что с увеличением ростом рота мы детей больше принять не можем. Были времена, когда нам на работу трудоустраивалось по 180 детей мы принимали. Сегодня в подростке работает 50 детей. Это одна из организаций в столице, которая принимает на летнюю занятость большое количество детей. Но из-за сокращения бюджета количество вакантных мест уменьшилось. На сегодняшний день в Центре занятости населения Якутска по состоянию на 10 июня открыто 4 вакантных мест, куда могут трудоустроиться несовершеннолетние, а желающих работать подростков составляет более 250 человек. Центр занятости города Якутска приглашает всех работодателей, которые готовы работать с подростками, к себе для открытия вакантных мест. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. В Ленске продолжается реконструкция двухэтажного здания под социально-реабилитационный центр. Объекту требуется перепрофилирование, так как ранее там находилась аптека. Работы ведутся по плану. На первом этаже возводят новые перегородки, выравнивают стены и устанавливают санузлы. Второй этаж уже готов под чистовую отделку. Согласно проекту, в здании разместят несколько спален, учебно-игровых комнат и других бытовых помещений, необходимых для комфортного проживания и питания воспитанников. Также к зданию будет подведено новое теплоснабжение. Окончание строительства намечено на осень этого года. Сроки окончания осенью. В ноябре месяце будем сдавать объект. И надеюсь, все будет нормально. Объекты слиты с природой. В Мирном в начале июля стартует ленд-арт-фестиваль «Северное сияние». Флористы с разных уголков земли будут сооружать экологические арт-объекты в городском парке алмазной столицы. Главное условие – использовать природный материал. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Поддержка общественных и гражданских инициатив», которая проводится в районе уже 3-й год. В этом году в конкурсе приняло участие 11 проектов, 9 победителей. Таким образом, во всех поселениях района в этом году появятся различные благоустройства. В поселке Чернышевск детская площадка и аллея молодоженов, в Байхале арт-стена гербарий, а также молодежный спорткомплекс в поселке Удачный. Поддержала районная администрация. Вот мы участвовали в конкурсе «Активный гражданин». Материал, который мы будем использовать, это после санитарной обработки нашего парка, санитарные обрезки. Это чтобы нам все-таки показать людям, нашим мирницам, что то, что мы обычно утилизируем или выбрасываем, можно использовать еще несколько раз, будем так говорить. В Якутск прибыли участницы чемпионата мира по шашкам. Соревнования пройдут с 11 по 23 июня. Всего за титул поборется 16 шашисток из 9 стран мира. В их числе 3 якутянки. Турнир пройдет в Центре спортивной подготовки «Триумф», а первые игры состоятся уже завтра. Обо всем и по порядку расскажет Руслан Варламов. Утренним рейсом в столице Якутии прилетели участницы международного чемпионата по шашкам среди женщин. Я из Арубы, меня зовут Аннелейн Джейкобс. Перелет прошел очень хорошо. Я чувствую себя хорошо. Для меня это большая честь быть здесь. И я сделаю все возможное для того, чтобы достойно представить свою страну. А вообще ожидания у меня такие. Я хочу встретить побольше девушек, которые хорошо играют в шашки. И мне хотелось бы пожелать всем удачи и пусть победит сильнейший. Вместе со спортсменами в Якутск также прибыли генеральный секретарь Всемирной Федерации шашек Юрий Черток и вновь избранный президент Федерации шашек России Анатолий Никитин. В чемпионате мира по шашкам среди прекрасного пола примут участие из 9 стран, как Россия, Польша, Белоруссия, Кот-д'Ивуар, Аруба, Китай, Монголия, Нидерланды и Украина. То, что здесь происходит, это главное событие года, даже 2 лет, поскольку чемпионаты мира проводятся раз в 2 года. В промежутках между ними обычно проводится матч за звание чемпиона мира. В данном случае здесь чемпионат мира по классической программе, он считается как бы основной.
За мировую шашечную корону будут бороться 16 сильнейших спортсменок, в том числе 3 участницы из нашей республики – Матрена Наговицына, Наталья Шестакова и Ксения Нахова. По словам гроссмейстера Натальи Садовска, с большинством соперниц она знакома уже много лет. Например, якутку Рену Наговицыну, она моего возраста, мы уже знакомы с 2001 года, наверное. Поэтому некоторые девушки, женщины я уже знаю 20 лет даже. Чемпионат в стране проводится в 3-й раз. В августе прошлого года Международная федерация шашек предложила России провести чемпионат. Его решили устроить в Якутии. Как отмечают организаторы, возраст участниц помолодел. Самой старшей 31 год, а самой младшей 13. Она из Монголии. И мы друг друга знаем, как играем, а тут могут быть сюрпризы, это точно. Помимо звания чемпиона мира, участница мирового шашечного форума разыграет между собой призовой фонд в размере 20 тысяч евро. Эта сумма будет распределена среди всех участниц в зависимости от расположения в турнирной таблице по итогам чемпионата. Руслан Варламов, Джустан Накентьев, Якутск. Очистить воду от радона намерены сотрудники Роспотребнадзора Якутии. Когда для профилактики закроют образовательные учреждения Алданского района, об этом и не только расскажет Татьяна Вахнина. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Здравствуйте! В учреждениях образования начинается реализация комплекса мер по очистке воды от радона. В конце недели на ремонт закроется вечерняя школа. Напомним, в поступающей в систему воде содержится радон – природный инертный газ, являющийся продуктом полураспада урана. Решение о создании радоновых колодцев и установке принудительной вентиляции в учреждениях образования были приняты на прошедшем в марте заседании с участием представителей Роспотребнадзора Якутии. Именно по питьевой воде мы предлагаем ресурсоснабжающей организации организовать у себя в существующих емкостях, либо оборудовать новую емкость с аэрацией воды. К осторожности любителей отдыха на природе призывают инспекторы Алданского комитета государственного экологического надзора. В июне нередки случаи выходов медведей к населенным пунктам. Пока сообщений от граждан о появлении медведей в городах и поселках не поступало, зафиксированы единичные выходы хищников на федеральную трассу. В начале июня особенно страдают от хозяев тайги оленеводческие стада. Хищники травят тугутов. Ой, волков много, и сейчас медведей много. Ой. Медведи уже Ага. У нас оленей совсем мало становится. К другим темам. В Алданском политехникуме начинается прием абитуриентов. Выпускники 9 классов могут выбрать одну из 6 специальностей. 11-классникам предоставляется выбор из 8 направлений. В этом году подать документы можно дистанционно, зарегистрировавшись на сайте госуслуги. Среди СУЗов Якутии Алданский политехникум стал пилотной площадкой по приему документов через интернет. Оригиналы документов можно будет предоставить на этапе зачисления. Завтра алданские школьники отправятся в Якутск, чтобы помериться знаниями правил дорожного движения в республиканском конкурсе «Безопасное колесо». Районный этап конкурса между учащимися средних классов прошел весной. По итогам состязаний победили ребята школы номер 9 микрорайона Солнечный. Теперь мальчишкам и девчонкам предстоит продемонстрировать знания правил безопасности на республиканской арене. Он включает в себя несколько этапов. Это и правила дорожного движения, это и по медицине вопросы встречаются, то есть как оказать первую помощь пострадавшим. Это и визитка, то есть школа рассказывает о своих инспекторах. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией 24.